Присваиваем вес, присваиваем штрих-код, то есть трек-номер называется, чтобы отслеживать, человек мог отследить. Так начинает свой путь до пункта назначения отправленное письмо. Как строится работа почтовой службы изнутри, рассказывают республиканским СМИ. Начинают свое знакомство представители масс-медиа с Назрановского отделения почтовой связи. Обычное простое письмо, оно не отслеживается, не присваивается трек-номер, получается, и идет дешевле. Не отслеживается вами или получается? Вообще никем. То есть номер не присваивается? Да, не присваивается. То есть никакой информации в компьютере, на сайте про это письмо не появляется. Отделение почты Назрани обслуживает около 4000 человек, из них более 600 – это пенсионеры. Также отделение предоставляет свои услуги более 15 организациям. Здесь оказывают полный спектр почтовых услуг. Также доступны услуги Почта-банка. С населением работаем 6 дней в неделю с перерывом на обед с 12 до 13 часов. Отделение связи обслуживает более 20 тысяч человек, из них 1600 пенсионеры. А это уже и Кажевское отделение почты. Работают здесь 11 человек. О возможностях почты рассказывает Данима Угурчиева. В частности, как оформить подписку на печатные СМИ. Сделать это можно как на месте, так и дистанционно, имея под рукой телефон или компьютер. Делаем расчет и выходит чек. Подписка оформлена. Подписчик может получать с Нового года свою подписку с доставкой на дом. Далее представителей СМИ ждет самое современное почтовое отделение республики – столичное. Это отделение другого формата, в новом дизайне и с новым оборудованием. Здесь и информационный терминал, система управления очередью, доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это отделение с общей площадью 2383 квадратных метров, которое обслуживает более 42 тысяч входящих и исходящих писем, 12 тысяч посылок, 61 организаций и 167 пенсионеров, не включая повседневных клиентов, их около в месяц бывает 20 тысяч. Отделение почтовой связи оказывает услуги отправки, получения посылок, отправки заказных писем, посылок, оплаты коммунальных услуг, перевода денежных средств, получение денежных средств, то есть переводов, обслуживание пенсионеров. У нас более ускоренная программа, то есть нового формата отделения, то есть вот у нас есть электронная очередь, которая позволяет клиентам не стоять в очереди и быстро обслуживаться. То есть клиент подходит, берет свой талон, потом вот окно вызывает номер, и тот клиент подходит по номеру талона. Мир не стоит на месте. И теперь заказать доставку на дом, оформить подписку или воспользоваться другими услугами можно дистанционно через мобильное приложение или официальный сайт Почты России. При оплате на сайте или в мобильном приложении клиенты получают бонусные баллы, которые можно использовать для оплаты следующих отправок. Бонусы в размере 5% от стоимости доставки начисляются на счет пользователя в личном кабинете. Нужно отметить, что почтовое управление республики по итогам 2020 года стало одним из лучших в стране. Ингушский филиал из 82 управлений занял 2-е место во всероссийском рейтинге по достижению ключевых показателей. Муслим Ганиев, Магомед Белокиев, Новости 24.